Ну что, друзья, вот и наступила весна, значит, самое время готовиться к пляжному сезону. Многие, наверное, уже задумываются о персональных или групповых тренировок, но как правильно выбрать фитнес-зал? Всем привет, меня зовут Полина Долинская, и эта программа «Испытана на себе». В рамках нашей программы я расскажу вам, на что обратить внимание при выборе спортзала, а также опытные тренера подскажут мне, какое направление кому лучше подойдет. Поэтому будьте с нами в течение всего нашего эфира и пойдем за мной. Испытано на себе. К выбору спортзала многие относятся так же, как к выбору ресторана. Мы спрашиваем у своих друзей хорошие рекомендации, ознакомливаемся с меню на сайте, и если нам нравится, мы туда идем. Но если первое впечатление было плохое, то и второго посещения не будет. То же самое и с фитнес-залом. Когда вы приходите в любой зал, обязательно познакомьтесь с менеджером, поговорите о том, какие есть программы тренировок, какие есть системы бонусов, ну и, конечно же, часы. Добрый день! Добрый. Я бы хотела себя подготовить, привести в порядок к лету. Что бы вы мне порекомендовали, что мне посоветуете? Все зависит от того, что какая цель вас преследует. Ну, я бы, наверное, хотела бы просто в тонусе, в общем, держать свое тело, без какого-то лишнего перекачивания. Ну и сроки уже поджимают, скоро лето, скоро море. У нас есть групповые занятия различных направлений, а также персональные тренировки. Групповые занятия, значит, у нас есть джампинг, стрейчинг, микс-фитнес и многие другие направления, в том числе даже Ну, это все очень интересно, но я абсолютно не понимаю, что из них из себя представляет. Тогда вам нужно просто переодеться, я вам все покажу, все расскажу. Все хорошо, давайте тогда попробуем. Всего по чуть-чуть. Ключик, ходите вправо до конца двери. Все, спасибо. Спасибо большое. Испытано на себе. Персонал вашего зала должен быть услужливым и вежливым, готовым ответить на все ваши вопросы. Они помогут вам извлечь максимальную пользу из тренировок. Перед тем, как выбрать тренажерный зал, поинтересуйтесь сертификатами сотрудников, могут ли они помочь вам в достижении ваших спортивных целей. Если вам нужен персональный тренер, подходит ли вам цена тренировки. Ну все, я переоделась. С чего попробуем? Что начнем? Так, ну смотрите, как я и говорил, у нас очень много направлений в нашем клубе, поэтому одно из них это армрестлинг. Тренер Это... на руках, все верно, борьба на руках. А девушкам подходит? У нас много девушек, которые занимаются спортом. Хорошо. Тренер у нас Здравствуйте. Валерий, многократный чемпион республики. Дальше, я думаю, он вам все покажет и расскажет. Все хорошо. Покажу одно из упражнений по армрестлингу, это имитация борьбы. Это вот с такой ручкой на блоке и на столе. А какая техника? То есть локоть ближе прижать или Локоть. без разницы? В армрестлинге это, как называется, жадный вид спорта, это все себе. Хорошо. Прижимаешься, Все себе. локоть не должен А если подниматься, не жадный должен себе, соскакивать. почему не двумя руками? Потому что это называется борьба, называется армрестлинг, это борьба на руках, на левой и на правой. Это вот сейчас у меня техника в крюк. А здесь сколько веса? На каждому индивидуально подбирается? Ну да, каждому спортсмену начинающий начинает с одной плиточки, с двух. Ага. А одна плитка это сколько килограммов? Но одна плитка написана, 11, да? нет, 5. А, вот, 5. Дальше сейчас вы поднимали 40 килограмм. Сейчас 40 у меня, да. Хорошо. Я тоже, да, начну с двух плиточек? С Вы одной? можете попробовать с одной пока. А сколько раз на каждую руку и в какой момент я пойму, что какая-то рука у меня сильнее, больше уже развита? Ну, со временем вы поймете, какая у вас рука. С первого раза вы никак не можете понять, но обычно начинаем со слабой руки. Ну, с левой, конечно, как Значит, для большинства. Я вот всегда у своих спрашиваю, какая рука у вас слабее. Допустим, говорят левая, значит начинаем с левой руки. Если правая, значит начинаем с правой. Ну, как для правшей, наверное, это актуально. Так, вот Хватайте так, да? ручку. Ага. У вас кисть прямая. И теперь закручивайте ее и уходите, держитесь за Вот штырь. это? Да, Мгм. это штырь. За него обязательно держаться при борьбе. И закручивая свою кисть, вы Вот доводите... так? Ну, примерно так. Вы еще должны работать корпусом. Корпусом, Не то есть одной рукой. я должна... Вот так?
Так лучше? Примерно. А, вот так. То есть плечом вот прижимать сюда. Сейчас. Я, кажется, При борьбе у нас Поняла. работает и корпус, работает и рука, и локоть у нас на одном месте не стоит. У нас локоть может по этой подушке вот так полностью двигаться. это можно. Это можно. А, ну Это хорошо по правилам. тогда. Главное, чтобы он не поднялся и не сошел с подушки. Так? Примерно так. От стола тоже не отходите. Вы к нему как приклеенные должны А, быть. то есть я еще... Блин, у меня там что-то под плечом затянуло. Давайте я покажу еще раз. Давайте. Я много ставить не буду, так как я вчера занимался. А сколько вообще, как часто надо тренироваться? Ну, тоже каждый тренируется по-своему. Я, допустим, стараюсь регулярно, это 3 раза в неделю, минимум 2. Это спорт для соревнований или для любого? Кто хочет, допустим, красивые руки иметь? Нет, это спорт, можно сказать, для соревнований. Потому что для себя я считаю, что им заниматься нельзя. Оно не стоит. Вот я занимаюсь для того, чтобы выступать, чтобы бороться. Потому что армрестлинг, он, во-первых, он травмоопасный вид спорта. Он специфический вид спорта, но он красивый и он сильный вид спорта. Не обязательно здесь иметь большие бицепсы, большие руки. Здесь надо иметь крепкие связки. То есть, допустим, большому такому перекачанному мышцовому спортсмену не означает, что- может выиграть такой щупленький... Запросто. В легкую. Если вот этот вот здоровый... Вы как- поняли, да, на что я намекаю? Ну вот, еще раз покажу движение. Можно 2 руками отсюда. Вот называется стартовое положение наше. Вот видите, вот это центр. А, Да? ой, а я Да. думаю, просто Потому что красивые. когда 2 руки выставляют, если я вот так вот буду, это сопернику преимущество. Мне скажут, ну, тому верно. То есть все-таки считается именно по центру, где находятся руки противника, а не Давайте- потому, чья давайте- ладошка упала. Давайте мы с первая. вами встанем. А мои ногти не помешают или это для безноготочных спорт? Ну, Так? этого я не знаю. Да, вот нас, допустим, вот, я вас, видите, забрал. Ну, Уже центра нет. Есть 2 судьи. Они скажут, центр отдай. Я отдаю центр, во-первых. Во-вторых, нам вот так бороться не разрешат, потому что у А вас как? уже завал, у вас преимущество. Скажут, нас выровнят. Кисть, видите, у вас прямая, у меня прямая. Вот так вот бороться можно. Вот так как я стою, нам бороться нельзя. Почему? Потому что у меня плечи не параллельно столу. У меня- еще и вот так надо я, ставить. я уже в преимуществе нахожусь. А в этот момент лучше смотреть в глаза и так типа посылать, Как? типа, я тебя уничтожу. Нет? Как вам это, удобно? не... Как вам удобно? это не работает на настрой. Ну кому как, я смотрю всегда сюда. Некоторые смотрят на судью, ждут команды. Может, кто-то и в глаза смотрит, я этого не знаю. Вот, еще такой вопрос, прежде чем мы начнем. Что я больше напрягаю, на что я делаю упор? Все-таки кисти или вот всей руки? Вот, то есть Борьба отсюда начинается начинаю? всегда с киски, даже с пальцев. Даже с пальца. Вот, допустим, то, что я сейчас сделал в крюк, вот я вначале вас. Видите, вот я начинаю туда и включаю уже плечо. Включаю плечо, поворачиваю голову. Это если я кровь- Я выиграла! Я выиграла! Все, ладно. Еще раз. Вот это вот есть еще борьба верхом. Это я вам буду Это сейчас как? выламывать кисть. А это можно? Так, что Это ли? можно. Это допустимо? Конечно, это вот. До этого делал я вам так, Ага. а сейчас я вам сделаю вот так. Видите, у вас пальчики уже ослабевают, и здесь уже просто движение идет сюда. Конечно. Я не привыкла к таким движениям в обычной жизни. Выдохнули. Еще раз. Теперь вы пробуйте как-нибудь. Вот так не стойте, вы уже в проигрышном положении. Почему? Вот. Ну, вот так вы уже отдали мне кисть, это вы уже все. Почему? Я же постаралась завернуть. И туда падайте. Нет, вот так. Можете 2, можете 1, и вот так. Все. Все, все. Нет? Все. Спасибо большое. Очень интересно, ничего не понятно. Ну, я предупреждал, что я это... думаю, я вряд ли буду на пляже вот так вот ходить, поэтому... Это специфика, это сила, это красота. Всех желающих, занимайтесь спортом, это круто. Всем Спасибо пока. большое. Испытано на себе.
Если вы решили выбрать для себя групповые тренировки, то тоже нужно учитывать многие факторы. Во-первых, сейчас большое многообразие видов фитнеса, которыми можно заниматься в компании. Во-вторых, это, конечно же, сама компания. То есть вы должны выбрать людей, которые будут вам максимально приятны, потому что это все-таки клуб единомышленников. Если у вас изначально сложатся хорошие дружеские и партнерские отношения внутри коллектива, то и заниматься вам будет гораздо лучше и спокойнее, что и принесет гораздо лучшие результаты. Татьяна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, много где видела, ничего не понятно, но очень интересно, что это. Здравствуйте. Так, наше направление называется Jumping Fitness. Этот фитнес у нас проходит на наших мини-батутов. Они бывают шестиугольными, также восьмиугольные. Это на что-то влияет? А? Углы влияют Углы, на в что-то? принципе, ни на что не влияют. Это от производителя, как ему нравится. Так, Занимаюсь этим фитнесом, джампингом, то есть, если я правильно понимаю, это прыжки. да, но тут главное соблюдать правильную технику. Это не обычный спортивный батут, где вот в таких спортивных центрах. Это фитнес-батут, тут прыжок должен очень быть правильным. Что по итогу, занимаясь этим видом фитнеса, что по итогу я получаю, кроме Сама кардионагрузки? Вот. джампинг – это функциональная кардиотренировка. Преимущество от других кардио различных программ – это то, что оно не дает совершенно нагрузки на наши суставы, позвоночник, а также тут работают все мышцы во время прыжка. А что больше фокусируется? По итогу я получу красивые ягодицы и подтянутые В основном, икры? Или же, я не знаю, широкие и легкие, потому что буду много дышать? Во время прыжков у нас задействуют мышцы ног, ягодиц, пресса, спины и рук. То есть вы тут у нас не просто худеете, но и можете подтянуть хорошо ваше тело. Хорошо. Кому подойдет этот вид фитнеса и кому он категорически противопоказан? Тренировка у нас подходит для всех возрастов, тому, кому нравится наше направление. Противопоказания только это вес более 120 килограмм, различные онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, остеопорозы, остеохондрозы. Хорошо, ну давайте попробуем. Шаг, вот, шаг, 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 шаг. И в стороны пошли. Раз, два, три, четыре, хоп, 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 хоп. Супер, еще. А с руками-то что делать? В стороны. Вот, Боже. ручки, хоп. Противоход идут. Ага, рука, ручки, ручки, противоход Они идут. у меня не двигаются так, как Стараемся. надо. Стараемся. 4, 3, 2. Джогинг, то есть мы побежали. Хоп. Вот. Бежим, бежим. Ручками работаем. Ручки сильные. Мгм. Дышим. Выдох. 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 Джек. Хей. Хей. Давайте. Ага. 4, 3, 2. Ножницы. Хей. Вот, супер. 4, 3, 2. Шаг. Раз. В стороны. Хей. Не получается, да? Нет. Путаются. Вот. 4, 3, 2. Вместе. Руки. Интенсив. Я устала. Еще, 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 еще. Джеб. Хоп. Хоп. Выдох. Выдох. Еще, еще не сдаемся. Хей. Вот такая у нас интенсивная кардиотренировка, где можно хорошо загрузить наши все мышцы ног. Спасибо, но я сейчас так не напрягаюсь. Ой. Друзья, это было меньше 15 минут. А у меня ощущение, как будто бы я через весь город бежала к Роснации, а за мной еще стая собак. И я хочу пить. Спасибо большое, Татьяна. Мы пойдем дальше. Испытано на себе. Здравствуйте.
А что у вас тут происходит? Здравствуйте, у меня направление Energy Mix. Ага. Я тренер и сейчас разрабатываю свою тренировку. О, здорово. Давайте потренируемся. Я просто ищу направление, которое бы мне подошло держать себя в тонусе, укрепить свое эмоциональное, физическое, общее состояние, да, ну и чтобы добавить фитнеса в своей жизни. Да, конечно, пройдемте. Давайте. Сейчас мы начнем разминку. Разминка у нас начинается, как обычно, с головы. Круговые вращения головой. Без разницы, в какую Да. сторону начинаю. Медленно. Обязательно тянем голову вперед. Теперь меняем сторону. Поехали, круговые вращения. У меня же голова Ручку. закружилась, повертела немножко. Вперед и назад. Еще раз вперед и назад. Для того, чтобы у нас разработали все суставы и не было травм, мы обязательно должны пройтись по всем суставным. Локти, шея, коленки, тазобедренный сустав. Так, сейчас нужно будет встать в стойку сумоиста. Вот так? Вот такая стойка у нас. Таз у нас тянется вниз, носочки в стороны. Одну ручку выпрямляем и смотрим в окно. Дышим, нос, рот, тянемся и меняем сторону. Еще раз. И еще раз. А это нормально на разминке уже уставать? Нормально. Так, сейчас мы тянемся вперед и вниз. Обязательно нужно правильно дышать. Для чего мы дышим правильно? Мы вдыхаем кислород, выдыхаем углерод. Углекислый газ. Углекислый газ, да. Ага. Итак, поехали. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Чуть-чуть разработаем носочки и голеностоп. Обязательно крутим. Делаем круговые вращения. 5 раз в правую сторону, 5 раз в левую. Это для того, чтобы не было разрывов. Вот. И сейчас уже будет чуть быстрая такая тренировочка, которая разогреет ваши мышцы. Она будет по программе Табата, так как Табата уже учеными было доказано, то, что она супер хорошо действует на организм, чем такие долгие марафонские тренировки. А еще ученые доказали, что чиабатта тоже неплохо действует на организм. Сейчас я включу музыку. Обязательно должно быть сопровождение с хорошей музыкой. Музыка — это тоже залог хорошей тренировки? Да, правильно обязательно. подобранная? Это залог очень хорошей тренировки. Она поднимает дух, и мы начинаем работу. Будем работать по 20 секунд в хорошем таком темпе. Минимум отдыха. Итак, 3. Первое упражнение – это бабочка. Поехали по звонку. Дышим нос, рот, нос, рот. Вдох, выдох, вдох, выдох. Заметьте, это только начало тренировки. Да. Мое направление – это Energy Mix, так что работаем. Поехали, сейчас полуприсед. Полностью не садимся, встаем сразу. Быстро качаемся. Делаем пампинг наших мышц. Отдыхаем. То же самое сейчас. Чуть-чуть другое упражнение. Одно правое колено. Во. Поехали. Хоп. Нос. Хоп. 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 Давай, давай, до конца. Делаю, я делаю. 3, 2, 1. Отдыхаем. Сейчас я вам покажу один из срывов
из приемов и дзюдо, из самбо, и вообще из самообороны. Вот, например, на улице к вам подошел мужчина и берет за куртку. Вообще резко. Говорят, отойдите или давайте пойдем со мной. Я начну упираться. Вы начнете упираться. Да. Вот, возьмите меня за куртку и говорите, Пойдем со мной! Пойдем со мной в чебуречную! В этой ситуации я беру ручку, Ага. срываю и... Ну, примерно. вот Предложение вообще-то хорошее было. Ну, примерно вот так. Ладно, не пойдем. Давайте попробуйте. Так, я вот этой возьму, рукой? Да. Эта рука прижимает и Так. вырывает ее. Во. Ой. О, хорошо. Да. И все, вы можете уходить. С ним. Да, вот так. Пошли. Без... Со мной пойдем лучше. Вообще, если бы у меня был напарник, я бы продолжила уже дальше прием. Вот. Или, например, Если не равны у нас физические весовые категории. если у вас неравные физические категории, нужно убегать. Ничего не надо делать. Просто реально. Тренировка закончена. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Пошли дальше. Испытано на себе. При выборе фитнес-зала внимательно осмотритесь. Нашли ли ваши глаза все нужные тренажеры и снаряды? Если вам нужна ежедневная беговая дорожка, то убедитесь, что их в достаточном количестве, и вы не останетесь без утренней пробежки. И тем более никогда не пугайтесь новым незнакомым тренажером. Здесь мы возвращаемся к пункту, что персонал клуба должен познакомить вас с новым агрегатом, рассказать правила использования и продемонстрировать технику выполнения упражнений. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ищу вид фитнеса, который мне подойдет держать тело в тонусе, добавит хорошего настроения, ну и, конечно же, укрепит мое здоровье. Что вы можете мне рассказать про свой вид спорта? Условия спорта. Подойдет ли он мне? Стоит ли его Думаю, пробовать? подойдет. Мгм. Подойдет всем. Это бокс? Это тайский бокс. Чем он от бокса отличается? В тайском боксе у нас разрешены, помимо рук, удары ногами, коленями и локтями. ММА? Которая? Похоже, Ага. но без борьбы. Только Хорошо. клинч. Не растеряю ли я свою женственность, если начну этим заниматься? Нет, девушки занимаются нормально, выступают на соревнованиях. Хорошо, давайте попробуем. С чего начинать? Ну, вы уже размялись, да? Да, меня уже сильно помяли. Давайте оденем амуницию для начала. Для начала одеваем наколенники. Вот так? Да, Тут есть какое-то правильное расположение вот этой вот мягкой подушечки? Прям на коленке должна быть? Вот здесь, да? Прямо на острие, да. Прямо раз. Ой. Я, кажется, не той стороной надеваю. Первую сложность. Ага. Так, с наколенниками я вроде разобралась. Так, дальше щитки. Вот это? Да, вот. Это сапожки? Красиво. Все, прям поверх. То есть, получается, вот это должно Да, быть у это меня. можно под не рукой. одевать. А, Ну, один давайте вот это оденем. за носочек, чтобы цеплялся, да? Вот так. Как, насколько крепко я должна вот это вот пристегнуть? Крепко, но не слишком. Все. Что следующее? Я думаю, без бинтов обойдемся, да? Перчатки. Я не знаю, может быть, они мне позже понадобятся. Перчатки. А их надо как-то затягивать, укреплять? Нет, это шангарды. Какие? Шангарды. Это что значит? Ну, для работы на снарядах. Все, вид у меня, конечно, безоружный. Боевой. Ага.
Локтями без налокотников будем бить. А я не знаю, как-то. Так обойдемся. Ага. Начнем с простого, с азов. Просто двойка. Раз, два. Какая рука первая ударяющая? Без разницы. Первая передняя рука. Левая. А Пишешь правой рукой, Да. значит левая передняя. Вот так, да? Да. Раз, два. Типа так, да? Типа так. Раз, два. И ручки на место. Сразу? Сразу. Мне нравится. Все. Тренировка Всё. заканчена? Нет. Вот голову пробила, внимание перевела на голову. И лоу. Как бью? Дальней ногой. Вот это. Да. После двойки. Больно? Слабенько. Можешь лучше. Конечно, могу. Главное, кому представить, простите. Но это Чтобы тоже так сильно делается. ударить ногой, нужно на опорной ноге развернуться. На носке. Куда? О! Да, да. То есть она не шевелится. И ты не шевелишься. Нормас. Пойдет. Что следующее? Вообще тайский бокс славен ударами коленями и локтями. И колени сейчас будут? Конечно. Еще раз. Колени с передней руки начинаем. Джеб и дальнее колено. Очень хорошая, действенная комбинация. Простая. Вот это начинают? Да, с передней руки. Тащ, тащ. Нет, один удар. Один. Один удар и колено. Ага. Вот лучше. Лучше. О. Это уже сурово. А мне нравится. Вот этот вид спорта я бы выбрала. Фотографии личного характера можно приносить на эти тренировки для лучшей мотивации? Ой. Спасибо большое. Круто. Мне вот прям понравилось. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Испытано на себе. Здравствуйте. А что вы делаете? Здравствуйте. Я настраиваю стойку под высоту для того, чтобы приседать под рост спортсмена, который будет здесь приседать. А чем вы занимаетесь? Какой вид фитнеса вы преподаете? Основные направления, которые я учу людей, это пауэрлифтинг, силовое троеборье. Это присед со штангой на плечах, становая тяга и жим лежа. Угу. А чем он, пауэрлифтинг, от бодибилдинга отличается? Пауэрлифтинг, как я уже сказал, это силовое троеборье. То есть спортсмен выполняет всего 3 движения. Это присед со штангой, жим лежа и становую тягу, где ему нужно поднять максимальное количество килограмм на одно повторение. И сумма всех 3 движений суммируется, и такой результат получает спортсмен. Это уже на соревнованиях и так далее. Этот вид спорта только соревновательного плана. Можно в зале им заниматься, можно соревноваться, как угодно. Что я получу, если этот вид фитнеса попробую? Как изменится мое тело? Как изменится состояние моего здоровья? Почти такие же, как у фитнеса, и в меньшей степени бодибилдинга. Сжигание калорий лишних также. Увеличение выносливости, физической силы. Самое основное, что дает пауэрлифтинг, это увеличение именно физической силы. Вы можете меня научить? Конечно, это не так уж Вы и знаете, сложно. я видела много разных соревнований, где были девушки-штангистки. Но девочкам же тяжелое поднимать нельзя.
Если правильно, то можно. А, да? Хорошо, Всё давайте. главное в пауэрлифтинге, еще раз повторюсь, это совершить движение, вот, допустим, присед, в оптимальной амплитуде движения с правильной техникой. Здесь можно тренироваться и как любителю, так и профессионалу к подготовке к любым уровням соревнований. Пришел любитель, как я, решил, что я, может, все, и накидал сюда блинов. Вот, это делать не стоит, так как можно получить неприятные последствия в виде травм чего и так начинать? далее. Для начала хорошо бы начать с разминки. Вот, Было, меня размяли. Помяли даже, я бы сказала. немножко побегайте 5 Ага. минут на дорожке, сделать обязательно гиперэкстензию, если вы собираетесь тем более приседать, чтобы размять ваши ноги и спину. Кто? Это разгибание для задней поверхности Давайте. Вот этого у меня, по-моему, еще не было. бедра и Здесь? Здесь? спины. Да, это вот движение, это у нас разминка стандартно идет. Вы садитесь лицом вниз, да, сюда ноги, все правильно. Так, и совершайте просто обычный наклон с прямой спиной. Как долго? Да, примерно 15 повторений. Нет, как низко. Ну насколько вы сможете с прямой спиной согнуться? Ой, я везде смогу. Нет, здесь уже у Ой, вас ну спина ладно. гнется. Вот, Ну да, ладно. да, примерно. И не выше. Нет, вот отсюда примерно, да. Чтобы не было Частота повторений. зажатий какая? в позвоночных дисках. Все было прямое. Голову также держим нейтрально, не вперед. Просто смотрим вперед, чтобы позвоночник был прямо. Примерно 15 повторений, 2-3 подхода хватает, чтобы разогреть заднюю поверхность бедра, ягодичные и поясничные мышцы. Садитесь на скамеечку, сюда ноги просовываете. Вот так? Да. И также, допустим, те же 15 повторений на пресс. Руки, как хорошо это будешь. Ой, ага. да, руки лучше за шею не класть, можете либо на грудь положить, Ага. либо перед собой поставить. Ой, а я что-то так прям... Я бы Всё, расслабилась. Ой, вот твой. Не филоним, работаем. Да, примерно так мы и делаем. Перед началом тренировочки. Так, здесь мы совершаем такое движение. Подходим. Что? Вес. Гриф весит стандартный 20 килограмм. Это международный стандарт для грифов с олимпийских. Так, здесь берем по ширине, тут уже индивидуально, кому как удобней, но стандартно обычно берутся примерно чуть шире плеч. Сначала подходим, берем одинаково, то бишь смотрим по меркам, чтобы примерно взяться в одних и тех же местах. Потом подходим под штангу. Здесь у меня просто низковато для меня, я для вас сделал. Двумя ногами снимаем, отходим примерно в 2-3 шага. Все. И движение у нас начинается с таза. То есть мы сначала становимся в позицию, все, у нас все суставы выпрямлены, фиксируемся, и движение начинаем с таза. Сначала отводим таз назад, потом колени сгибаются, встаем. Каждый под себя ее настраивает. Можно хоть Так? 2-метровый, да? Так, находите место, куда должна лечь штанга. Ну, вроде нашла. Ой. Так, все, а вот чё там удобно. с той стороны? Заходите дальше под нее, чтобы ноги были под штангой. Да, двумя Так. ногами снимаем. Подождите, она балуется. Так, и теперь делаем тихонько несколько шагов назад. Раз, два, три, все, достаточно. Теперь выставляем ширину приседа, с которой вам будет удобно приседать. Носки разворачиваем в стороны под 45 градусов. Окей. Так. Я вас подстрахую, если что, не Хорошо. волнуемся. Начинаем движение с таза. Колени в стороны носков. Приседаем докуда можем. Все, стоп. Теперь вверх. Ногами давим пятки в пол. А я встать не... А, нет, могу. Так, теперь ставим назад. Также аккуратненько, двумя ногами. Я же говорил, тяжеловато будет. У меня такое ощущение, как будто вот эта рука заламывается прям туда, прям за Вот, финал. вот для этого кистевые бинты нужны. Поэтому я вам говорил, что их нужно фиксировать. А я еще видела, они коленки обматывают бинтами. А чтобы она это, не вылетала, да? это уже соревновательный экипировочный пауэрлифтинг. Есть экипировочный пауэрлифтинг, есть классический. Давайте попробуем еще раз. Конечно. Вообще, сколько... Это индивидуально зависит от улучшения результатов каждого спортсмена? Все индивидуально. Всегда все индивидуально.
Нет единой формулы для всех людей. А бывает такое, Кто-то что... быстро учится, кто-то медленно, у кого-то прогресс хороший, у кого-то не очень. Так. Так, Ага. Так, попробуем сами. Пару шагов назад. Так. Я не скажу, конечно, что вот эти бинты как-то там действительно держат опору, они скорее эмоциональную какую-то поддержку дают. Просто они не сильно замотаны. Все? Да, ставьте его назад. Обычно, если девушка приходит и начинает заниматься, для нее этот вес тяжеловат. Конечно. Поэтому у нас есть грифы поменьше, которые весят 7-8 килограмм. И мы начинаем обычно с них. Подготавливаем. Здесь сразу начали. Ну вы же у нас опытный спортсмен, как вы сказали. Да ладно. Для начала легли правильно, все. Ноги поставили. Берем гриф. Берем примерно мизинцем на метку. В соревновательном пауэрлифтинге вот эти метки специально сделаны. 81 сантиметр у них ширина. Шире них браться нельзя на соревнованиях. Но так как мы не на соревнованиях, тут как угодно. Я думала, они шершавенькие, чтобы рука не скользила. Это, Да? оказывается, что-то значит. Ну вот эти метки, да, это не значит. Так. Так, далее. Вот вы плечи тянете под себя, лопатки сводите вместе, делаем прогиб максимально в пояснице. вот Все сделал, правильно. Все правильно. Далее. Я помогаю вам снять гриф. Выводим его над грудью. Ой. Над грудью. Вот здесь все. И опускаем потихоньку. Локти под 45 градусов к телу. Нет, вы высоко их поднимаете. Ближе к телу, ближе к телу. Да. Сюда. Касание. И жмем. Ногами упираемся. Да? Такое движение. Давайте еще раз одно повторение. Я вас подстрахую. Не переживайте. Слишком близко к телу локти. Да. Разводим. Правый локоть чуть выше. Это вот. Да. И толкаем. Вот. Уже лучше. Еще разочек. И жим. Отлично. Также ставим на стойке. И все, движение выполнено. Ой, боже, у меня с поясницей там вообще. Ничего вышло из чата. сверхъестественного. Спасибо. Нарабатывается все годами. Спасибо большое за тренировку, Пожалуйста. за красивые браслеты. Мы пока походим, если что, мы к вам вернемся. Да, конечно. Нам не сложно. Испытано на себе. Еще один немаловажный фактор – это, конечно же, чистота. В современной ситуации особенно внимательно стоит отнестись к данному пункту. Узнайте у менеджеров, как часто проходит полная дезинфекция тренажеров и залов групповых программ. Загляните в раздевалки, посмотрите на туалеты, раковины и душевые, чтобы убедиться, что они содержатся в надлежащем состоянии. Ну и, конечно же, немаловажную роль играют маленькие вещи, которые создают общий уют и комфорт. Каждая девушка хочет в пляжный сезон чувствовать себя богиней. Для этого нам более уверенности придает, конечно же, красивое тело. Сейчас мы попробуем одно из направлений, которое направлено на укрепление ягодиц и на рельеф. Поможет нам в этом тренер Надежда. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, начнем подготовку к пляжному Да, сезону? давайте. Что Так. будем делать? Мое направление групповое, направлено на жиросжигание и рельеф. Все мы девочки, все мы хотим красивые ноги и красивую попу. Перед занятием мы должны обязательно размяться. Разминались? Да. Отлично. Сейчас первое упражнение у нас будет выпады. Мы закидываем на плечи сэндбэг 5 килограмм. Закидываем. Ну 5 килограмм-то вроде как бы только звучит Легко. как-то страшно, да. Хорошо, поехали. Погнали. Отлично. Вес тела мы переносим на пяточку. Когда мы переносим вес тела на пятку, у нас включается в работу задняя поверхность бедра, это бицепс бедра и ягодички. Скорость вот этого прохождения. Отлично. Это каждый подбирает свою скорость. Все, мы сэндбэг скидываем. Ту, которая ему комфортно. Следующее у нас запрыгивание на куб. Запрыгивать туда можно Да, обратно запрыгиваем мы на спуститься. куб, а можно обратно можно спускаться. Так, я должна встать двумя ногами. Обеими ногами запрыгнуть.
Раз, 10. 1. 2. Ой, Хорошо. ну, ничего хорошего. Отлично получается. 3. 4. Аккуратно. Окей. 5. 8. Отлично. Спускаемся. Можно переступить. Ой. Здесь у нас сэндбэг немножко потяжелее, уже 10 килограмм. Закидываем на плечи и до конца дистанции также идем выпадами. Так, ой, а вот это уже не 5 килограмм. Уже 10 килограмм. Поехали. Отлично. Сэндбэг можно скинуть. Ой, Кидайте прям, не бойтесь. Садимся на степ, надеваем на ноги утяжелители. что-то мне уже какие-то красные флажки там я чувствую. Каждый утяжелитель у нас весит 1,5 килограмма. Затягиваем хорошо, чтобы в процессе выполнения упражнения они у нас с ноги не слетели. Вроде держится. Отлично. Берем скакалку. О, нет. Площадка для вас готова. Я засекаю 30 секунд, и мы начинаем работать. Приготовились? Я ничего тут не задену, да, точно? Нет, не заденете. Ну, попробуем. Время пошло. Хорошо, еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. О, боже, Как ощущения? отвратительно. Замечательно. На этом все. И как часто вот этот комплекс повторяется? Как часто? В зависимости от пожеланий клиента. То есть я смотрю, если девочка с избыточным весом, то я больше даю кардио. Если девочка хочет побольше силовых нагрузок, то уже больше силовых нагрузок. А если, допустим, лишнего веса нет, ну и мышечной массы как таковой тоже, что выбрать в этом случае? Вот для того, чтобы нарастить вот этого, да, Ну, то есть тогда это больше нужно силовых упражнений делать. больше силовых и Да, на больше повторение, силовых. да? Да, и больше повторений. Спасибо большое, девочки. Берите на вооружение. Вымотаетесь так, что никогда больше к пирожкам не потянетесь. Испытано на себе. Вы должны чувствовать себя расслабленно во время тренировок, а не стесняться или бояться. Некоторые тренажерные залы имеют свою направленность, будь то определенный вид спорта или возрастная категория клиентов. Будет ли вам комфортно тренироваться с нынешними участниками? Во время ваших тренировок тренажерный зал окажется ли он переполнен? Многие те, кто приходят в спортзал, хотят добиться красивого рельефа и красивого тела. И они не видят смысла скрывать его от всех и участвуют в разных фитнес-показах и конкурсах по бодибилдингу. Давайте подробнее узнаем, что это за вид упражнений, на что он нацелен, как правильно все это делать. Ну а в конце мы обязательно еще и научимся позировать. В этом нам поможет тренер фитнес-клуба «Сталь» Леонид. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот от того, что кто-то худеет просто к морю, к пляжному сезону, и бодибилдеры, которые приходят также в спортзал, чем отличаются их виды тренировок, нагрузки, занятия? Вы знаете, вот бодибилдинг и фитнес почти не отличаются. То есть нужен для того, чтобы худеть человеку, нужно определенный калораж. То есть, к примеру, да, 2000 калорий в день. Это должно быть составлять углеводы, белки, жиры и все. То есть это красивое тело, это все-таки спорт или питание?
Это совмещенное. Спорт, то есть тренировки регулярные, и питание. То есть это как бы все совмещено. Хорошо. А вот еще такой вопрос. Если фитнес и бодибилдинг мало чем отличаются, как вот давайте развеем стереотип, что девушка пришла, начала заниматься, и потом как стала похожа не на девушку? Нет, такого быть не может. То есть получается, это гормональный спорт, да? То есть девушка никак не может набрать мышечную массу. И стать похожей на Да. зефирного человека, да? То есть люди приходят с целью похудеть, да? У них определенный калорий, к примеру, 1600 калорий для девушек. А они на дефиците. На дефиците мышечную массу набрать невозможно. Ну, никак. То есть, получается, у тебя определенный колораж и тренировки, соответственно, да? Ты не можешь набрать мышечную массу. То есть, ты расходишь просто. Для того, чтобы набрать, нужен профицит калорий. То есть, больше калорий есть, чем нежели. Ну вот, смотрите, то есть, как бы, по мне видно, что худеть мне некуда, Ну да. лишнего веса нет, но есть вес недостающий. Вот, давайте сделаем. Начинаем. Сегодня мы будем качать плечи. То есть плечи развиты на 3 группы. Передняя, средняя и задняя часть, вот пучок вот тут. Из То есть- пучков такой, Ага, да, мышц? Вот передний пучок, средний и задний вот тут. Мы сегодня будем делать суперсет. Это включает... Из 3 блюд. Ну да, ага. Давайте пробуем. Давайте. У меня 2 килограмма. Ой, отлично. Ноги уже. А, так, уже, ага. да? И мах вперед. Погнали. Ой. О, молодец. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в сторону. Руки вот так. Вот. Вот. 5, 6, 7, 8, молодец. 9, 10. И наклон. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, отдыхаем. Ой, я вот эти какие-то луковички, свои Да. пучки почувствовала. Трапеция тоже включается тут. А вот я еще где-то читала, что чтобы вот этот вот Бицепс. да, банка появилась, вот это вот, качаешь одно, а для того, чтобы еще надплечник такой был и банка, это другое. Это другое. Как все сложно? Почему нельзя там одно универсальное? и так? Нет. В бодибилдинге качается все тело. То есть от икр до рук, до плеч. То есть все тело качается. Вот. Спина, руки, вот, ноги, все отдельно качается. Такой спорт. Здорово. Мгм. Так, ну я вроде отдохнула. Наверное. Ага. Следующее что? Следующее упражнение пойдем на бицепс. То есть бицепс. А, это вот то, что банка, да? Да-да. Тоже 10-12 раз, потом уже стоим вот так, трицепс. То есть вот это задняя часть руки. Получается. Ну вот так стоим и вот. А, то есть как бы я из вот этих 45 Да, градусов да, на ага. 90. Ой, ну там, да. Это получается тоже суперсет. Ага. 2, да, упражнения? Да. Главное не спешите. И стоим вот так. И трицепс. И вторую руку тоже так. Ага. Так, локти Вот так. прижимаю, не прижимаю? Чуть Или сторону, наоборот, ага. повдоль? и вперед. Вот. Вот. 2. Все, молодец. Ложим одну гантельку и... Ага, вот. Руки вот так. Да? Вот, ага. А, получается, Да-да-да. Ага. на уровне того еще. Да. Вот. Здесь. Ну, также еще вторую руку. Вот так. И работаем.
Раз, два. 10. Все. Отдыхаем. Вот это было прям полегче, чем вот. В бодибилдинге главное надо уметь на сцене показать свои качества, то есть свои сильные стороны в позинге. Сейчас я вам покажу обязательные позы в бодибилдинге. Вы не против, если мы? Нет, я не против. Никто не будет против. Все будут только за. Ой. О, боже. Я только сейчас до меня что-то начало доходить, вот что они вот это изображают. Если мне раньше казалось, что это понты, а тут это... Тут надо показать, как ты гармонично все раскачал и как красиво ты выглядишь. Так, я в поясницу прогибаюсь, а как? Подождите, сделайте так еще раз. Я как будто бы учебник по анатомии открыла. Вся мышцинка и не грамма жир. Боже. Супер. Ладно, хорошо. Вряд ли я буду по пляжу так ходить. Вот мне хотя бы для красивых постановочных селфи. Как вот эффект не встать для фото. Как мне? На меня кто-то смотрели? Смотри вдаль. Открываешь от солнца. Надела бомб. Спасибо большое. В общем, друзья, если вы действительно хотите привнести в свою жизнь эстетику, красоту и фитнес, то обязательно попробуйте себя в бодибилдинге. Кто знает, может быть, потом вы окажетесь на обложке какого-нибудь спортивного журнала. Испытано на себе. Немаловажную роль в фитнес-клубе играет, конечно же, комфорт. Будет ли вам комфортно сюда ходить? Есть ли необходимые протеиновые коктейли или продукты спортивного питания, которые потом помогут вам восстановиться или настроиться на тренировку? Также обязательно поинтересуйтесь, могут ли вас проконсультировать фитнес-инструкторы по каждому из продуктов. В вопросах выбора фитнес-клуба обязательно ориентируйтесь на его местоположение. Не выбирайте самый лучший и самый топовый, но который находится за городом. Ответьте себе сначала на вопрос, действительно ли у вас сохранится мотивация каждый раз ездить сюда и заниматься спортом. Выбирайте лучше те, которые ближе располагаются либо к вашей работе, либо к дому. Тогда вы, во-первых, избежите стресса и перенагрузки, ну и, конечно же, траты времени. Друзья, мы вам показали несколько видов направления в фитнес-залах. Выбирайте то, что подойдет только вам. Занимайтесь спортом, будьте здоровы, и, конечно же, смотрите программу «Испытано на себе». На этом я с вами прощаюсь, но мы с вами увидимся в следующих выпусках.